Ассаляму алейкум, хурматлы милләттәшләр. Добрый вечер, дорогие друзья. Хотел бы в первую очередь обратиться к жителям Башкортостана, чьи сыновья или братья или отцы находятся на СВО. Я бы хотел напомнить о том, что Москва уже не первый раз, и это уже отработанный метод, и он применяется столетиями. И этот принцип работает одинаково. А принцип заключается в том, что в то время, когда мужское население отсутствует в республике на своей родной земле, они отправляют своих чиновников и творят свой беспредел. А ответить на это никто не может. И тому примером является, к примеру, историческое событие Алдар-Батыра, когда в 1730-х годах часть, так сказать, усмиренных башкир несли воинскую службу в царской России, так как была договоренность, точнее даже, наверное, это не договоренность, а указали, что нужно так, и все. И они не платили налог, но взамен башкиры несли воинскую службу. И в этот самый момент, когда воины башкиры отсутствовали на родной земле, царская Россия отправляла свои карательные отряды, вводила свои новые законы, забирала земли, недры и богатства земли, вела перепись населения, а всех тех, кто восставал, она истребляла. И после того, как это было с Алдар-Батыром, он вернулся, и его семью тоже коснулся карательный отряд. Его самого задержали, били, пытали и потом приговорили к наказанию через повешение. То есть это пример, что такое Москва, и тому много примеров. Советский Союз, когда часть мужского населения, большая часть мужского населения участвовала во Второй мировой войне. В башкирские деревня заходили советские солдаты, проводили переписи, вводили свои законы. Часть из тех, кто протестовал, подвергали репрессиям или истребляли. И совсем недавно мы являемся свидетелями, точнее не недавно, а сегодня, баймакских событий, когда люди вышли с мирным протестом изначально против задержания Фаиля Алсынова, который является политическим национальным деятелем, который отстаивает интересы Башкортостана, языка, нашей истории, нашей религии. Изначально люди вышли против его задержания. После это переросло в протест против власти. Что мы видим? Что против мирного населения, которое может ответить только шапками и снежками, применяется сила, дубинки и слезоточивый газ, их задерживают и открывают уголовные дела. Ничем на сегодняшний день Россия не поменялась. Что 200-300 лет назад она была такой, что сегодня. И сегодня, когда Россия ведет оккупационную войну в Украине, полностью несправедливую войну, вы все прекрасно понимаете информационную войну, преподнося населению России о том, что якобы там есть какие-то националисты и тому подобное, они объявляют о том, что Россия якобы помогает Украине. Хотя все является полностью наоборот. Я сам жил в Украине, я знаю украинский народ, и тот беспредел, который творит российская армия в Украине, к сожалению, видят не все, особенно те, кто проживает в наших республиках. И мало того, что наши ребята участвуют в несправедливой войне, в оккупационной войне в Украине, так они и от Москвы на сегодняшний день подвергаются дальше и дальше репрессиям. То бишь у нас разрабатываются полезные ископаемые, добывается золото, все отправляется в Москву, а всех тех, кто выходит против этого, тот, кто отстаивает национальные наши интересы, на них возбуждаются уголовные дела, и вышедших людей просто карательными методами наказывают. Ну, ничем не отличается от той России, которая была 100 лет, 200 лет, 300 лет назад. И я бы хотел призывать всех жителей, как я изначально говорил,
вернуть своих сыновей, братьев, отцов на свою родную землю, чтобы мы, башкиры, отстаивали свою родную землю, свой язык, свою историю, свою религию, чтобы мы могли защитить наш народ.